Новости Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Пилоты установлены, а пилоты готовы. Это самолет, летающий низко, летающий на больших скоростях достаточно. Россия впервые примет Red Bull Air Race. Почему это нельзя пропустить, знает Адель Каламиц. Терпеливым хозяевам умные дома. Очень рады, что получили квартиру, очень нравится. С новоселами Салавата Купаре пообщалась Александра Севастьянова. Нашествие агрессивных комаров. Смотрите, на даче покусали, вообще ужасно. Помогают только мази и таблетки от аллергии. Почему их так много и откуда такая реакция, разбирался Салават Мухаммадуллин. Радикальный ислам – самый опасный вызов для тюркских народов. Об этом сегодня говорил президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме в Кыргызстане. Напомним, татарстанская делегация прибыла в республику накануне и проведет здесь 2 дня. В эти дни в Бишкеке собрались представители народов Евразии. О стратегических задачах и больших совместных планах Дмитрий Аринин. Также крепко Рустам Минниханов и Алмазбек Атамбаев пожимали руки месяц назад. Тогда делегация из Киргизии с официальным визитом приезжала в Татарстан. Решили, нужно активизировать сотрудничество в области изучения общей истории. Сегодня на форуме тему обсудили детально. Укрепление евразийского пространства – одна из стратегических задач государств, расположенных на этой обширной территории. Осмыслить богатейшее наследие – вот одна из главных задач. Прежде всего, это необходимо подрастающему поколению, отметил Рустам Минниханов. Вольются в общемировые процессы, при этом сохранят самобытность. Перспективы наметили и в научной сфере. Нужны общие программы в сфере изучения историко-культурного наследия. Подняли на форуме и проблемы. Жители евразийского пространства сталкиваются сегодня с различными вызовами. Один из наиболее опасных – исламский радикализм. Здесь в помощь Болгарская исламская академия. Рустам Минниханов приглашает киргизских специалистов к сотрудничеству. Алмазбек Атамбаев, в свою очередь, предложил построить в Алмате историко-культурный центр, а также открыть в Бишкеке институт изучения алтайской цивилизации. Это территория, на которой протекала значительная, неотъемлемая часть истории кыргызского народа. Алтай – это прародина кыргызов. Решено и чаще встречаться. Обмен визитами позволит расширить Татарстано-кыргызское сотрудничество. Дмитрий Аринин, Адель Каламиц, ТНВ, Киргизия. Red Bull вдохновляет. Пилоны установлены, а пилоты готовы. В эту субботу Россия дебютирует в чемпионате мира Red Bull Air Race. В Казань уже прилетели 23 пилота-участника и все мировые звезды. Пока они тренируются за городом, а уже завтра опробуют акваторию реки Казанка, где будут лучшие зрительские места этого грандиозного шоу, расскажет Аделя Каламиц. В небе над Высокогорским районом пилоты выполняют самые зрелищные акробатические трюки высшего пилотажа. Эти самолеты практически не ограничены в возможностях. Все зависит от пилота. Летают они в 2 классах – челленджерс начинающий и мастер высококлассный. Домом на несколько дней для пилотов мирового уровня стала трасса Казан-Ринг. И такое в истории соревнований впервые. Здесь же расположены ангары, в которых стоят воздушные судна. Всего на этапе в Казани примут участие 23 пилота. Это уже 5-й этап мирового чемпионата. Зрелищные соревнования уже видели жители Абу-Даби, Сан-Диего, Будапешта. Россия впервые в истории чемпионата примет Red Bull. Стоит ли пойти? Однозначно да, советует бывший пилот. Это необычное зрелище. Во-первых, это самолет, летающий низко, летающий на больших скоростях достаточно. 400 км в час на высоте 25 метров. В мире единицы пилотов, которые способны на это. Многие из участников – экс-летчики ВВС. Есть представители Франции, Чили, Германии, Китая. Трасса уже полностью готова. Завтра пилоты протестируют ее. С центра семьи Казан открывается красивый вид, но зрителей вне соревнований сюда пускать не будут, разве что сделают исключение для журналистов. Гости праздника смогут наблюдать за соревнованиями с Кремлевской набережной либо с территории УНКЦ. По мосту Миллениум и Ленинской дамбе пешеходы ходить не смогут. Движение транспорта не ограничено. А вот на улице Сибгата Хакима наоборот. Пешеходам можно, водителям нельзя. Ограничения будут действовать 21 и 23 июля с 8:30 утра до половины 6 вечера, а 22 июля с 10:30 до 19 часов.
С 9 утра вне соревнований зрители ожидают и развлекательная программа. Сейчас у Дворца земледелия полным ходом возводят сцену и шатры. Здесь будет парк Red Bull Air Race. Организаторы обещают, скучно не будет. Рекламист Данил Филатов, ТНВ, Казань. Увековечили память. В Ульяновской области появился памятник полковнику РФ Агиату Хабибуллину. Год назад он погиб в Сирии во время военной операции. За подвиг летчику присвоили высшее звание Герой России. Можете спать спокойно. Да, мы всегда в готовности защитить свои рубежи, свою родину. Этой записи больше года. Свое обещание летчик сдержал ценой собственной жизни. 8 июля 2016-го российские летчики Рифагат Хабибуллин и Евгений Долгин с воздуха оказывали огненную поддержку сирийской правительственной армии. Приказ исполнили и даже остановили наступление боевиков ИГИЛ. Вот только вернуться на базу не смогли. На обратном пути после проведенной операции в районе Пальмиры российский вертолет подбили террористы. Экипаж погиб. На родине его признали героем и присвоили высшее звание, а в деревне родной Ульяновской области установили бюст. Торжественно открыла его супруга Хабибуллина. Она до сих пор не может поверить в случившееся. В тот раз он ушел не как обычно. Раньше он прощался, садился в машину и уезжал. В тот день почему-то вышел из машины и помахал рукой, как будто на прощание. Рифагат родился здесь, в поселке Вязовый Гай. С детства мечтал стать военным летчиком, говорят близкие. Неоднократно бывал в горячих точках, дослужился до командира полка. Почтить память героя пришли многие, не только родные, но и сослуживцы, соседи и просто те, кто гордится его поступком. Он никогда не прятался за спины своих подчиненных. И вот год назад, находясь в служебной командировке в Сирии, он тоже оказался на острие атаки и геройски погиб. Летать для Хабибуллина это была и мечта, и хобби, и любимая работа. В его честь в небо поднялись вертолеты, а после возложили цветы на могилу героя. Альбина Минибава, Александр Севастьянова, Рамис Сафин, ТНВ, Ульяновская область. Заказано, исполнено. На карте Салават-Купыре появился очередной, причем умный дом. Сегодня ключи от 340 квартир получили сотрудники предприятий, молодые семьи, ветераны и переселенцы из аварийного жилья. Новых жильцов микрорайона поздравила и Александра Севастьянова. Здесь у нас будет стоять холодильник, морозильник, стиральная машина. Нет, здесь, наверное, будет уголок. По поводу будущего интерьера не грех и поспорить. К тому же на все желания в новой трешке места хватит. Многодетные Набиуллины квартиру получили по гранту для медицинских работников. Заселение ждали меньше года. Для нас это была единственная возможность в таком красивом городе получить жилье. Счастье в квадрате у Загруддиновых. Их жилищные условия с новой квартирой улучшились вдвое. Раньше вчетвером теснились в однушке. Сейчас просторная трешка по соципотеке. Очень рады, что получили квартиру, очень нравится. Особенно то, что квартира современная, с применением IT-технологий. Дом оборудован системой автоматического считывания данных. Тепло, свет, вода – все под контролем. Скоро улучшат и транспортную инфраструктуру. В следующем году от станции метро «Северный вокзал» до микрорайона должны пустить электричку. На территории жилого комплекса уже функционирует детский сад. В планах в следующем году ввести в эксплуатацию и школу. 1224 ученика. День знаний 2018-го встретят уже в новом учебном объекте. К середине сентября уже этого года должны завершить строительство домов 11-го квартала. Никаких послаблений по СО Казань никто не даст, поэтому задача поставлена президентом неоднократно была отмечена и на видеоконференциях, что ПСО Казань должен дома завершить 15 сентября. Почти все они в высокой степени готовности, поэтому заселение ожидается до конца года. Всего в Татарстане в этом году ввели в эксплуатацию 85 домов. Александр Севастьянова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Они тоже поменяли место жительства. 7 выпускников Нижнекамского детского дома стали сегодня обладателями собственных квартир. Квадратные метры они получили совершенно бесплатно благодаря федеральной программе по обеспечению жильем детей-сирот. Каждый год в Татарстане свои квартиры получают порядка 300 таких детей. В первую очередь выпускники СУЗов и вузов, причем место жилья выбирают сами. В этом году на эти цели республика выделила больше 300 миллионов рублей. Впечатления, конечно, вообще огромные. Я очень рада. Это бывает один раз в жизни, что я в такую светлую, красивую. И двор очень хороший, мне очень понравилось. У меня есть балкон, у меня теперь это мое. Хорошее дело браком не назовут. В рамках нашего проекта в объективе ТНВ «Большая семья» мы собираем информацию о крепких семьях Татарстана.
Но эта новость пришла из соседней Ульяновской области. Здесь намерены поменять брак на семейный союз. Поможет ли это сохранить семью? Рамиль Шайдуллин опросил казанцев. Слово «брак» это уже плохо как-то звучит. Семейный союз там получше будет. Бельдановы в браке чуть больше получаса, а женись чуть позже, могли бы вступить в законный союз. Ведь если инициатива властей Ульяновска найдет поддержку федерального центра, брак не заключат ни одни молодожены. Всему причиной глобальный ребрендинг. Отныне вместо брака оформлять семейный союз предлагает Совет Ульяновской области. Идею в интернете поддерживает и губернатор. Действительно, словосочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность. Сеть пестрит шутками о причинах разводов. И во второй раз женится, потому что первый союз оказался браком, и хорошее дело браком не назовут. Если вместе со словом уйдет и неприятный окрас, станут ли меньше разводиться, мы обратились к казанцам. Ничего не изменится, также и разводы будут, поэтому смысла не отменять. Для нас, например, брак, семейный союз – это одно и то же. Брак это как будто бракованный, а семейный союз как-то звучит лучше. Самое главное – любовь и взаимопонимание. И все остальное прикладывается обычно к этому. Союз, это звучит как-то благороднее, как-то вот прям оживленнее, как-то вот прям класснее. Подготовка кадров и научно-технических проектов для оборонной промышленности. Сегодня в Казани состоялась встреча представителей Минобороны России с учеными технологического университета. Какие разработки из Татарстана могут взять на вооружение в российской армии, узнал Салават Мухаммадуллин. Мы готовы к реализации проекта. С такой четкой целью в Казанский национальный исследовательский технологический университет приехали военные ученые. Современные композиты, перспективные составы боеприпасов и инновационные средства индивидуальной защиты. Профессорам из КНИТУ есть чем похвастаться. Почти все представленные сегодня проекты получили одобрение московских гостей. Интерес есть ко всему. Это и конструкционный материал, это спецхимия, это повышение живучести, выносливости. Все эти исследования реализуются в Казанском технологическом университете. Во многих проектах активно задействованы студенты и аспиранты. КНИТУ – один из немногих вузов в стране, где сохранился полный спектр специальностей, ориентированных на оборонную промышленность. У студента формируются знания, компетенции, важные для рынка, значит, он будет иметь гарантированную работу. Высокую востребованность кадров военно-технической промышленности подтверждает и государственный заказ на специалистов подобного профиля. В нынешнем году КНИТУ получил целых 300 бюджетных мест для приема абитуриентов, которые хотят связать свое будущее с обеспечением обороноспособности страны. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Заслужили награды. Это у меня дар, наверное. Я так думаю. Как работать так, чтобы получить всероссийское признание, узнал Дмитрий Аринин. Самый долгий марафон прямиком через Казань. Приятный город, дороги тоже хорошие, поэтому еще приятнее ехать. Как экстремальный велопуть провожали мировых спортсменов, увидел Рамиль Шайдуллин. Вместе эти люди, может быть, никогда бы не встретились, но их объединил профессионализм. Сегодня в Кремле Алексей Песошин вручил государственные награды России и Татарстана. Почетные звания получили представители самых разных профессий, от балетмейстера до механизатора. Как в своем деле добиться успеха? Вопрос изучал Дмитрий Аринин. Прекрасный день, красивый день. Надо друг друга поздравить с хорошим праздником. К этому праздничному дню эти люди шли через трудовые будни. У каждого они свои. Так обладателями наград сегодня стали несколько широко известных деятелей республики. Директор хоккейного «Акбарса» Шамиль Хуснуддинов получил благодарность президента России. Заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева награждена медалью за доблестный труд. Главный балетмейстер госансамбля «Песни и танцы» Раиля Гарипова стала заслуженным артистом России. Это новый этап для моей творческой жизни. Спасибо огромное. Теперь уже заслуженные механизаторы, соцработник республики Ринат Ганиев и Розали Нурмиева к публичности и свету софитов не привыкли, а потому в радостных речах скромны. Чтобы любить свой труд, работу. Я люблю людей. Пожилых. Люблю общаться. Именно в таких людях, которые любят и хорошо знают свое дело, и есть залог успехов республики, отметил Алексей Песошин. Именно благодаря вашему участию в жизни республики Татарстан является одним из ведущих регионов страны.
Искренне благодарю вас за добросовестную работу. Всего за свои труды, поощрения и почетные звания сегодня получили 46 представителей самых разных профессий. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. О необходимости пересмотреть отношения между Татарстаном и федеральным центром рассказал сегодня председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Спикер парламента дал эксклюзивное интервью для нашей программы «Закон. Парламент. Общество». Основные темы – итоги весенней сессии Госсовета, федерализм, в том числе договор между Татарстаном и федеральным центром. По мнению Фарида Мухаммедшина, регионы должны получить больше прав. Смотрите полную версию беседы с Фаридом Мухаммедшиным 23 июля в 13:00 в очередном выпуске программы «Закон. Парламент. Общество». У долгожданного теплого лета есть свои минусы. В республике нашествие комаров. Только в Казани от этих насекомых уже обработано 57 водоемов, но и этого мало. Почему бороться с комарами пока бессмысленно, узнал Салават Мухаммадуллин. Смотрите, на даче покусали, вообще ужасно. Комары атакуют. Татарстанцы говорят, насекомые этим летом особенно агрессивные. Полностью закрытые руки, ноги и, конечно, голова. Любителям вечерних прогулок впору выбираться на улицу в таком виде. Найти человека, кровь которого этим летом еще не стала лакомством комаров, похоже, нереально. По факту июль, а в голове у насекомых июнь. Комары задержались с вылетом на 2 месяца, а потому теперь издержки теплого лета наверстывают упущенное. Они ждали своего часа, и сейчас вот эта вот, так скажем, масса комаров, которая наконец дождалась нормальной погоды, она начала атаковать и в том числе и жителей республики. Тем временем на другом конце света в Калифорнии планируют выпустить на волю 20 миллионов комаров. Все дело во вспышке вируса Зика. Чтобы истребить зараженных, на свободу вылетят здоровые. В Москве другая напасть. В 142 водоемах обнаружены личинки малярийных комаров. В республике таких опасностей нет, хотя и татарстанцам расслабляться не стоит. Человек начинает расчесывать место укуса, оно также может спровоцировать инфицирование банальной инфекции, которая у нас на коже у всех живет. На нашествие комаров жалуются и челнинцы. От игр и посиделок на берегу водоемов приходится отказываться. Да, бывает, встречаются стаи, они прям больно кусают очень. Все в укусах. Вот хочется задать вопрос, почему не обрабатывают? Обрабатывают, но этого недостаточно. В столице от комаров очистили уже больше 150 водоемов. Зеленые зоны, водоемы тоже подвергаются проведению обработок против насекомых. Продолжительность нашествия насекомых зависит от погоды. По данным ученых, терпеть осталось недолго. Всего месяц. Салават Мухаммадуллин, Алина Мингалиева и Героманов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Пчеловоды Мензелинского района вновь подсчитывают свои убытки. Еще один случай массовой гибели насекомых зафиксирован в деревне Коноваловка. Фермеры тоже винят местные агрокомпании, которые без предупреждения обработали пестицидами рапсовые поля. Напомним, что накануне к нам обратились пчеловоды из села Подгорный Байлар. В одном только подворье погибли порядка 40 тысяч медоносов. В ситуации сейчас разбирается управление пчеловодства. К 2020 году холдинг «Агросила» планирует создать для татарстанцев более 1500 новых рабочих мест. Агрохолдинг приступает к реализации масштабного инвестпроекта. Подробности далее. Сразу 3 крупных объекта холдинг «Агросила» возведет в Татарстане к 2020 году. В планах строительство инкубатора, убойного перерабатывающего комплекса и площадки по выращиванию цыплят-бройлеров. Возведение последней планируется начать в Мусабай-заводском сельском поселении Тукаевского района. Там будет расположено 48 птичников. Производственные мощности данного участка будут составлять 100 тысяч тонн мяса в живом весе. К данному проекту мы подтягиваем всю инженерную инфраструктуру. Это, соответственно, и дороги, и электроснабжение, и водоснабжение, и газоснабжение. На новом предприятии будет создано порядка 300 новых рабочих мест. Основу персонала составят местные жители. Появление птицекомплекса внесет большой вклад в развитие экономики района и Республики Татарстан в целом. Начало строительства нового предприятия холдинга «Агросила» намечено на следующий год. Какой урожай ждет республика и готова ли техника на полях? На эти и другие вопросы телезрители смогут найти ответ завтра в 18:00 в программе «Родная земля». 150 активистов поискового движения со всех уголков России в Казань слетелись поисковики из 20 городов страны. Сегодня в КФУ торжественно открылся второй всероссийский слет студенческих поисковых отрядов. Чему будут учить школьников и студентов, расскажет Эльмира Шаймарданова.
Для этих ребят патриотизм не пафос, не пустое слово. Алия Сатарова новичок, она только готовится к поисковым работам. Девушка изучает восточные языки, а еще увлекается историей страны. Мой дед тоже принимал участие во Второй мировой войне, и я думаю, ему было бы приятно. Самый первый поисковый студенческий отряд появился именно в Казанском университете. Знаменитый снежный десант возник в далеком 1968 году. Андрей каждый год выезжает на места сражений Великой Отечественной войны и вместе с другими поисковиками ищет бойцов, пропавших без вести. Я побывал на слете поисковиков, до этого совсем не знал ничего о поисковом движении, но проникся самой этой идеей. И в 2009 году создал на базе своего вуза КНИТУ поисковый отряд. 150 участников со всей России. Сегодня они побывали на экскурсии по Казани, посетили музей истории КФУ и Центра патриотического воспитания. Эльмира Шамарданова, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». Марафоном через Татарстан сегодня у центра семьи Казан стартовал третий этап, самой длинной веломногодневки мира. Как столица провожала марафонцев в дальний путь, расскажет Рамиль Шайдуллин. Спортсмены отправляются на этап по городу Казани. По равнинам, подъемам и склонам десятки смельчаков ехать будут почти без остановок. Стартуя из Москвы, марафон финиширует во Владивостоке. Цель каждого — быть первым, и времени все меньше. С небольшими остановками спортсменам предстоит ехать больше 3 недель, поэтому с ними обязательно их команды. Здесь помощники и медики, чтобы все добрались в целости и сохранности. У него нет права ехать один. Если он едет один, сразу дисквалификация. Хотя по гонке каждый за себя. В этом году отказались от команд, спортсмены выступают сольно. По большей части лидеры других похожих марафонов. Год назад в этой ультрагонке победил петербуржец Алексей Щебелин. Считает, не без помощи друга, талисмана Кузьмича. Ему 2-й год. В прошлом году перед гонками подарили друзья. Проехали 800 километров за 2 дня. Вот. Все еще впереди. Всю тяжесть дороги уже прочувствовали и женщины. Впервые условия марафона допустили их участие в общей гонке. И вот ощущение филиппинки Шангрилы Рэндон на 3-й день пути. Я ненавижу дорогу. Вчера я поняла, что пострадало примерно 80% моих рук. Понимаю, что хотя и тяжело, но это временно. Впервые в России и Пьер Бишов, немецкий спортсмен, впечатлен тем, как на этом этапе многоводно. Въезжая в Казань, видишь, как притоки буквально собираются в одно большое море. Но, приглядевшись, видно, что все это реки. Старт прямо от Казанки. Следующая остановка только через сутки. От Перми их отделяет 700 километров. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На этом пока все. Эфир продолжит программа «Вызов-112». Прямо сейчас о спорте и о погоде. До встречи в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Прекрасна наша Родина. Где еще найти такие просторы, леса, реки? Мы должны сохранить эту красоту для потомков. 2017 год экологии в России. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак 0+. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru.
В «Пятерочке» 15 дней возврат рублей. Сегодня купи на 455 рублей и возьми слип к чеку на скидку 45 рублей. Завтра получи скидку по слипу при покупке от 455 рублей. «Пятерочка» выручает! Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август. Пирамидада Зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Ралли «Шелковый путь» все ближе к финишу. 11-й этап гонки стал непростым для всех участников. В категории грузовиков ситуация меняется каждый день. Мартин Коломбо не собирается сдаваться и демонстрирует отличную скорость. На этапе он стал первым в своей категории, что позволило чеху вырваться на 3-ю позицию в генеральном зачете, отодвинув Айрата Мардеева на 2 минуты 36 секунд. Вторым на этапе был Антон Шибалов, уступивший лидеру 49 секунд. Дальше от Шибалова расположился лидер общего зачета Дмитрий Сотников. А Мардеев и Николаев замыкают первую пятерку. Уже послезавтра пройдет заключительный этап гонок, и победителя мы узнаем после финиша в городе Сиань. Сегодня выбрали тактику на надежность. Сейчас уже гонка близится к завершению, и позиции таковы, что надо удержать их. Нагрузки увеличиваются, новички привыкают к команде. Хоккеисты Акбарса проводят заключительные сборы в Финляндии перед новым сезоном. До старта юбилейного 10-го чемпионата КХЛ остается месяц. За это время тренерский штаб должен подготовить боеспособный коллектив и определиться с основным составом. Даже на тренировке хоккеистам не прощают ошибок. Расслабляться нельзя. Единственное условие в таких двухсторонках – стараться обойтись без травм. Повреждения перед сезоном никому не нужны. В остальном борьба на льду самая серьезная. Впереди товарищеские матчи и 2 мини-турнира, где к команде присоединятся остальные новички. Тогда и появится возможность полностью проверить готовность команды к новому сезону КХЛ. И в завершении новости настольного тенниса спортсмены нашей республики продолжают покорять мировые арены. В эти дни в португальском городе Гимарайнш проходит первенство Европы по настольному теннису. Золотые медали в составе кадетской и юношеской сборных России завоевали воспитанницы Казанского училища Олимпийского резерва Арина Саутина и Дарья Шадрина. В финальных схватках были обыграны сборные Франции и Румынии. В оставшиеся соревновательные дни татарстанские спортсменки также выступят в личном, парном и смешанном разрядах. К первенству Европы девушек подготовил тренер Олег Смирнов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Очередной атмосферный фронт принесет в республику осадки, и температурный фон начнет понижаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке ночью будет ясно, плюс 13. Днем местами пройдут дожди, временами сильные, но будет тепло 26 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Также ожидаются дожди. Ночные температуры плюс 15, днем воздух прогреется до 24 градусов. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныше, Агрызе также ожидаются дожди. Ночью плюс 14, днем 26 градусов тепла. Облачная погода с прояснениями на северо-западе Татарстана. Ночью без осадков до 14 градусов выше нуля. Днем ожидаются дожди. Синоптики обещают плюс 22. На юго-западе республики, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном без осадков не обойдется. Ночные температуры плюс 13, днем около 23 градусов выше нуля. Для жителей центральных районов Татарстана 21 июля будет теплым, но дождливым. Ночные температуры плюс 14, днем до 26 градусов тепла. В последующие дни температуры станут еще ниже, местами пройдут дожди. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда.
Завтра в Казани будет пасмурно, пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в ночное время плюс 15-17, днем 21-23 градуса. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду при дожде с усилениями. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.